привет! С вами снова мы. Нуртилек и Доминика, и вы смотрите наш очередной видеоблог. В прошлый раз мы с вами выбрали тему «Биологическое разнообразие и живая природа в Кыргызстане». Вы нам столько всего прислали. Мы вас всех послушались и сегодня с утра побывали в ботаническом саду, а после заглянули в живую экзотику. Давайте теперь вместе смотреть ваши видео и обсуждать тему видеоблога. Биологическое разнообразие – это многообразие всего живого на Земле. Миллионы видов растений, животных, насекомых, птиц, рыб и рептилий делают нашу планету красивой и интересной. Каждый вид – важная составная часть природного биологического цикла. И не обо всех мы еще знаем. Например, дно Мирового океана таит в себе еще много загадок. Существует генетическое разнообразие в рамках вида, видовое разнообразие и разнообразие различных экосистем. Каждый отдельный вид обладает набором генов, создающим его собственные уникальные черты. Например, у людей лица отражают генетическую индивидуальность. Ничего себе! Что такое? Представляешь, на Земле существует больше животных и растений, чем звезд на небе. И это в основном насекомые. Точно, летом камеру куда ни поставишь, обязательно наткнешься на какую-нибудь букашку. На нашей планете ученые зарегистрировали 1 миллион 75 тысяч видов, а человек – это лишь один из видов. Я помню, читал в одной книге, что ежедневно вымирают 150-200 видов живых существ. А возродить вымерший вид невозможно. Все существа являются частью экосистемы и играют важную роль в поддержании жизни на Земле. Например, орлы зависят от мышей, лягушек и других мелких животных. Это их пища, и если эти животные вымрут, то не станет и орлов. Экосистемы обеспечивают нас кислородом, пищей, пресной водой и одеждой, регулируют климат и процессы для существования. Услуги, которые естественная среда предоставляет во благо людей и других живых существ, называют экосистемными услугами. Даже нематериальные блага, например, отдых, относятся сюда. Экосистемы могут быть глобальными и локальными. Пруды, пустыни, озера, высокогорья, коралловые рифы, болота, саванны, тропические леса, луга. Есть и искусственные экосистемы. Это городские парки и участки земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. Но они не в состоянии поддерживать себя без заботы и внимания со стороны человека. Горные системы Центральной Азии представляют собой глобальную зону биоразнообразия. В нашем Кыргызстане произрастает около 2% видов мировой флоры и обитает более 3% видов мировой фауны, а площадь страны занимает всего 0,03% площади всей планеты. У нас богатое биоразнообразие естественных экосистем. Орехоплодовые, орчевые, еловые, лиственные леса, кустарники, высокогорные, среднегорные и низкогорные луга, степи и пустыни, водно-болотные угодья. Да, на самом деле, посмотри, какая красота нас окружает. Каких только деревьев и растений нет. А птицы, а животные. Я рад, что ты снова открыла для себя мир. Слушай, понятно, что у нас есть много важных экосистем, но какие из них знают наши пользователи? А этот вопрос я уже давно поставила в статус. Ого, у тебя активное обсуждение и видео есть. Давай посмотрим. Моя бабушка и дедушка живут рядом с озером Сыккуль. Они говорят, вокруг озера экосистема, пустыня. Мы часто едем туда в гости, и летом собрать все семьи, облепиху там и растут. Очень мило. На юге Кыргызстана растут орехоплодовые леса Арсланбаг, и они известны во всем мире. Грецкие орехи можно продавать или перерабатывать в многочисленные продукты. Кроме этого, в лесу растут яблони, ягоды, травы и много других полезных растений. Поэтому важно сохранить биоразнообразие в лесах и уберечь молодые деревца от поедания домашними животными. А я живу в Бишкеке, и у нас тут есть своя экосистема. Это наши парки и скверы, ведь тут живут разные виды птиц и грызунов, а еще очень много насекомых, но они все зависят от человека. А мы каждое лето с семьей бываем в горах на Джайлу и перегоняем скот.
И там очень много разных животных. Орлы, сурки, козероги, волки. И я мечтаю один прекрасный день увижу снежного барса или бурого медведя. Спасибо вам большое за ваши ответы. Стой, у тебя паучок на кофте. Ой, я боюсь и не люблю пауков. И я раньше думала, что было бы здорово, если бы их не было. А теперь ты понимаешь, к какой катастрофе это может привести, если целый класс паукообразных просто возьмет и исчезнет. Вот именно. А ведь многие птицы, звери, уже сейчас на грани исчезновения. Надо их спасать. А как узнать, какие? Ты забыла про Красную книгу? Точно забыла. А давай пролистаем ее. Красная книга – это специальный документ, который включает в себя список редких исчезающих видов для определенной страны. В Кыргызстане первая Красная книга вышла в 1981 году. Совсем недавно, в 2005 году, было переиздание данной книги, куда вошло большое количество видов растений, грибы, несколько видов пресмыкающихся, рыб, млекопитающих. В частности, например, снежный барс – это очень редкий, уникальный вид, который живет только в 12 странах и в Кыргызстане тоже. А в 1980 году в нашей территории обитало около 1400 снежных барсов. В настоящий момент ученые подсчитывают где-то 250-300 особей. Идет резкое сокращение, ухудшение условий обитания снежного барса, охота на него незаконная, браконьерство и так далее, и так далее. Другой очень интересный вид, он у нас обитает на Иссык-Куле, это центральноазиатская лягушка. Данное животное очень интересно тем, что оно живет только в чистой воде. И это показатель загрязнения воды. Чем меньше этих лягушек становится в водоемах, тем грязней и хуже качество водоемов. Еще один интересный вид, который также занесен в Красную книгу Кыргызстана, это является среднеазиатская черепаха. Она обитала в полупустынных, пустынных территориях. И в связи с тем, что идет интенсивный выпас скота на этих территориях, идет сбор данных животных с территории, сейчас численность их сократилась. Интересный факт, что в 80-х годах данные черепахи были отправлены в первое космическое путешествие. Они облетели Луну на аппарате Зонд-5. Давайте я расскажу про летучих мышей. Несмотря на свой некрасивый вид, они приносят большую пользу и уничтожают вредных насекомых, которые летают ночью, когда птицы спят. Они поедают комаров. В одном лабораторном опыте одна летучая мышь за 15 минут поймала и съела 175 комаров. Они еще могут помочь человеку справиться с опасной болезнью бешенства, так как только у них есть природная защита от этого вируса. Поэтому не разоряйте гнезда летучих мышей и не убивайте их. Я снова убедилась, что хотя человек и зависим от экосистемы, на самом деле она сама очень сильно зависит от деятельности людей. И я сейчас покажу интересное видео об этом. Экосистемы Кыргызстана имеют жизненно важное значение для человека. Например, высокогорья Центральной Азии содержат воду в форме ледников, снежного покрова и ручьев. Леса дают нам древесину и фрукты. Они также производят кислород, которым мы дышим, регулируют водный баланс и защищают нас от лавин, оползней и других стихийных бедствий.
экосистемы и живые существа находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Вырубка лесов, чрезмерный выпас скота, строительство городов и сброс отходов в окружающую среду. Изменение климата также влияет на сокращение территорий естественных экосистем. Сейчас их общая площадь менее 60% от площади всей поверхности суши. Именно сокращение экосистем ниже этого предела ухудшает возможность природы создавать условия для собственного и тем более нашего существования. Между прочим, в культуре кыргызов знания получали из природы, а затем передавались из поколения в поколение. Кыргызы жили в гармонии с окружающей средой и точно знали, что и сколько можно взять у природы, чтобы не нарушить ее баланс. Еще наши бабушки собирали природные и целебные средства, а многие используют их и сегодня. А тебе мои волосы нравятся? Да. А что, решила прорекламировать свой шампунь? Просто я их ополаскиваю отваром крапивы по старинному рецепту. Ах, вот о чем. В моем детстве крапива была помощником воспитания. Ой, скоро дождь пойдет, но мы-то промокнем. Бежим. Это хорошо для окружающей экосистемы. На улице пошел дождь, и мы перебрались в тепло. Но мы тут не скучаем, а играя можем оценить состояние нашей экосистемы. Смотрите, какая интересная у нас штука. Наличие в лесу всех возрастных групп деревьев грецкого ореха – показатель здорового сообщества. Доминика, твой ход. Крапива двудомная, показатель разрушенного сообщества леса или луга. А я раньше об этом не знала. Слушай, но мы же не можем сидеть и ждать, пока наши экосистемы будут разрушены. Надо что-то делать. Но ведь они большие. Как их сберечь? Создавать заповедники или охранные зоны? Да, взрослые уже делают это, но это не единственный способ. Есть еще другие хорошие примеры, когда природу используют, но и рационально. При этом восстанавливают биоразнообразие. Слушай, давай послушаем наших блогеров. Нам пришли голосовые сообщения, а мы подобрали к ним соответствующие картинки. Смотрим. Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биоразнообразия. Это идеальный день для акции или флешмоба, чтобы привлечь внимание к данной проблеме. Не нужно в лесу шуметь или сходить с тропинок. Мы приходим туда, чтобы отдохнуть. Но ведь животные живут здесь. Оставьте себя на их место. Тебе бы тоже не понравилось, если бы странные прохожие проникли в твой дом, напугали детей, разломали мебель. Не мешайте природе, регулировать условия для жизни и залечивать свои раны. Нужно в сельском хозяйстве научиться использовать вместо пестицидов безопасную для биологического разнообразия альтернативы. Пестициды убивают пчел, а без пчел нет яблок и еще очень много чего другого. А я никогда не одену на себя одежду, при изготовлении которой используются шкура медведя или снежного барса. И мы все должны уважать природу. Мы часть ее. Не оставлять за собой мусор, не беспокоить животных, не ломать никаких деревьев и не срывать никаких растений. Поступать по принципу. Ничего не бери с собой, кроме фотографий. Не оставляй после себя, кроме следов ног. Здорово, ты это сказал! На этом и закончим. Следите за нашим блогом, пишите, комментируйте и присылайте свои видеоматериалы. Встретимся на просторах интернета. Слушай, мне так понравилась идея с флешмобом. Нужно будет собрать народ и движение придумать, и музыку выбрать.